Подписанный указ президента о мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса дает большую возможность для роста сельскохозяйственного сектора страны за короткий период. Также он направлен на поддержку простых фермеров и повышение благосостояния населения. Как отметил Эрлис Акунбеков, Ассоциация развития промышленного комплекса приветствует данный указ. Мы, в свою очередь, все члены ассоциации, все активные игроки аграрного сектора всеми силами готовы поддержать правительство, поддержать наших фермеров. Мы считаем, что если это расти, то надо расти вместе. И не может быть так, что мы отдельно развиваемся, наши фермеры отдельно развиваются и правительство отдельно развивается. Благодаря указу отечественные производители смогут расширить экспортный потенциал. Об этом заявил президент Ассоциации мукомольных предприятий Рустам Джунушев. По его словам, в 2020 году по стране функционировали всего 6 мукомольных предприятий. После получения преференций от государства удалось запустить еще более 20. Мы, можно сказать, завершили первый этап восстановления нашей отрасли. Это переработка. Почему у нас очень мало зерна, почему у нас сократились посевные площади, потому что в стране не было переработки. На сегодняшний день, так как переработка появилась, мы начинаем второй этап реализации программы. Это увеличение собственного сырья, укрепление собственной сырьевой базы. И я считаю, что вот указ был принят своевременно, за что мы хотели бы поблагодарить президента Кыргызской Республики, Кабинет министров, потому что это очень своевременная мера, и в этом указе прописаны все основные тезисы, основные пункты развития стратегической отрасли страны. По словам одного из разработчиков программы по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, впервые этот указ начал свою работу еще в 2021 году. Тогда он показал хорошие результаты. Все его пункты были отработаны и реализованы. В этой связи был принят новый указ с более амбициозными целями до 2030 года. В феврале 2021 года президентом был издан аналогичный указ. За 3 года мы полностью исполнили все пункты указа. В новом указе также есть пункт о повышении экспорта продукции в 2 раза. Министерство сельского хозяйства всячески будет поддерживать отечественных фермеров для реализации всех 25 пунктов. По словам председателя кластера «Куриное яйцо» Назгуль Малабаевой, отечественные производители смогли за год на 100% обеспечить страну куриными яйцами. В прошлом году в Кыргызстане имелся переизбыток предложений яиц, а отечественные яйцеводы занимали всего 53% рынка. В 2023 году Кабинет министров ввел временный мораторий на импорт яиц и выделил льготные кредиты мелким производителям, благодаря чему они нарастили свое производство до 100%. Своевременная поддержка позволила нарастить возможности отечественных производителей. Малик Аюпов, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.